боялись показывать свои работы деду? Боялись его критики? Он очень хорошо отозвался о ваших работах. Это, я думаю, послужило толчком, чтобы не откладывать писательство в дальний ящик. А все же, почему вы стали писателем? Вы уже родились с этим призванием, или оно вам передалось по наследству? Ну, я сначала не думала, что я из-за дедушки стала писать. Ну, он писатель, и я писатель. Я думала, я сама по себе. Я сначала писала сочинения хорошие, стихи писала. И я ведь очень не скоро узнала, что он писатель, потому что у нас семья была очень скромная и не афишировали. А потом, когда я узнала, думаю, что, может быть, все-таки мои способности какие-то в генах отразились. Ну, а гены это вот, значит, наследственность, да? Наверное, все-таки есть наследственность. Ну, я думаю, что я так как и литературу любила всегда, наверное, что-то еще свое. Хорошо. Так. Нас познакомили с вашей биографией, да и вы сами на своей страничке ВКонтакте делитесь иногда воспоминаниями из жизни, своего детства. У нас сейчас совсем другая жизнь. Дети развиваются по-другому, сейчас совсем другие возможности. Скажите, пожалуйста, что не хватало той девчонке в прошлом, чтобы она взяла с собой из современной жизни? Из современной жизни, ну, телефон неплохо бы взять. И компьютер тоже неплохо взять. И машины хорошие тоже я бы взяла в прошлое. Путешествие бы взяла в другие страны. То есть, видите, много чего можно было взять. А что бы не взяла, тоже сказать. Ну, давайте. Ну, а что бы не взяла, наверное, какое-то отношение, вот немножечко грубоватое, отношение друг к другу. Есть нехорошие слова, которые в школе в каждой почти слышит. Это бы я не взяла, у нас такого не было. Время-то мне нравится, но просто какой-то, наверное, все-таки бывает, есть в вашем новом поколении, ну, даже не грубость, а может быть даже назвать цинизм, я даже не знаю, как это назвать, но отношение к многим вещам другое. Оно у нас было более чистое. Не знаю, правильно сказала? Понятно или не? Да, понятно. Многие из нас читали произведение Белича «Шкурка». В конце произведения вы оставляете финал открытым. Вы предлагаете читателю поразмыслить, самим пододуматься, что произойдет дальше с главными героями, какими они станут. Не возвращались ли вы к этому произведению? Не хотели бы вы написать продолжение? Или любите читателя думающего, размышляющего? А мне нравятся открытые финалы. Мне нравится, что читатель не оставит произведение просто так, а он будет думать о нем. Если я напишу точку, вот поставлю, она выстрелила в белку, ну, вы скажете, вот, плохо, и забудете. А вот если вопрос открытый, он долго вас не отпустит. Поэтому хорошо. Я не стала бы возвращаться. Ваша заветная мечта, была ли она вообще? А может, она уже сбылась? Ну, честно говоря, писателем-то мечтала стать. Сначала вот журналистом, геологом, а уже в старших классах я так к зеркалу подойду и думаю, или я писателем стану. Ну, было такое, да. Наверное, вот если об этой мечте говорить, были и другие мечты. Вот это сбылось. Конечно же, читатель-ребенок, читатель-подросток – это самый широкий пласт читателя в мире. И многие писатели обращаются к ним с идеей, что могут что-то изменить в их сознании. Тем самым может изменить мир к лучшему, доброму. А что вы преследуете в своих произведениях? Я ничего не преследую в своих произведениях. Когда я пишу, я не знаю, что я буду там декларировать. Я не могу сказать, что вот прямо пишу, будь лучше, будь добрее, это очень скучно. Я пишу, как хочется мне, ни о чем не думая. А когда человек прочитает, он сам делает вывод, что вот он возьмет из этого рассказа. То есть это называется дидактика, если пишешь, что вот будь такой, будь такой. Надо писать как в жизни, как вот события какие-то описывать, характеры, диалоги. А читатель возьмет сам.
Может быть, он что-то нехорошее возьмет, но судя по письмам читателей, вот ВКонтакте я в сообщениях получаю, что люди берут добрые, что рассказы, вот эти повести добрые, светлые, пишут, что есть свет. И я очень рада этому. Так, если спросить ребят начального звена, какая книга из ваших им нравится больше всего, многие ответят «Гришуня на планете лохматиков», ведь она про таких же ребят, как мы. А какая у вас была любимая книга в детстве? «Маленький принц». И тогда, и сейчас. Да. Сейчас проводится множество конкурсов для юных писателей, поэтов, но не всегда у ребят получается сразу. Да и то, что их стих не выбрали на конкурсе, может повлиять не очень положительно на сознание юного начинающего писателя. Многие бросают это дело. Не хотели бы вы открыть кружок для начинающих писателей и поэтов, где бы вы помогали советами, идеями, редактировали их работы? Или, может, это уже практикуется? Ну, мы проводим с Петром Митрофановичем раз в 2 года семинар молодых писателей. То есть вот Союз писателей выбирает самые лучшие рукописи, и мы работаем с ними. То есть самые лучшие рукописи, это значит, люди попадают талантливые. Самое главное для писателя – талант. Если таланта нет, пусть он бросает. Даже и пусть он немножко обидится, порастраивается, но может так, что случится, что таланта нет, и он захочет стать писателем, будет биться в эту стену, а ничего не получится, потому что таланта нет. А если талант есть, у него обязательно заметят, напечатают, и он будет писать. Так что я готова работать только с талантливыми людьми. Почему бы нет? Что вас ведет к созданию новых произведений? Что ведет? Да. Да, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Желание выписать то, о чем я болею. Потому что если человек болеет чем-то, писатель, он не успокоится, пока он это не напишет. Вот, скажем, вот такой пример, у меня 2 по поведению, да, там такой жесткий, в общем, случай, когда мальчишки девочку затолкали в мужской туалет и велели целоваться с тем мальчиком, который якобы ей нравится. Он случился со мной в школе, в 6 классе, да, и вот пока не написала этот рассказ, я все думала, он меня не отпускал, думаю, и он возвращался ко мне, это очень страшно, вот то, что там произошло, событие страшное. Вот, и как раз у меня родился сын, у меня появилось время, год я сидела дома с ребенком, у меня появилось время, я тогда написала и этот рассказ, он наконец меня отпустил, все, я о нем больше не вспоминала, и повесть «Гришуня на планете лохматиков». Вот эти два произведения, которые полюбили ребята, и Гришуню полюбили, и «Двойку по поведению» полюбили, ее потом на японский перевели, на английский перевели, как и Гришуню, тоже на японский перевели, и на украинский тоже. Вот. Так что меня влечет то, что я хочу что-то сказать. И даже, может быть, не читателю, а прежде всего. Я хочу сказать самой себе. Какое место в нашем городе у вас самое любимое? Парк. Место над рекой. Если не секрет, то работаете ли вы сейчас над каким-то рассказом? О чем он? Ну, я вот уже сказала на встрече, Да. что я работаю над повестью, которая охватывает 3 поколения. Это поколение моей мамы и ее сестер. У них было очень трудное детство, потому что репрессировали папу. И они жили, были годы репрессий, когда от семьи отвернулись, и как они выживали. Это первая часть. Вторая часть – это 60-е годы прошлого века, 60-е, 70-е, это годы застоя, это мое детство. Вот. И третье – это 21 век, это детство моего внука. Моего внука, которого я прекрасно знаю, с которым мы общаемся, с которым мы друзья. Детство дочери я не стала брать, потому что мое детство и детство дочери очень похоже. Это по существу это одно и то же. Так? Да.
Ну вот, на этом вопросы закончились. Мгм. Спасибо за вопросы. Спасибо вам тоже за то, что поделились. Мгм. Хорошо. Мгм. Надеюсь, что кому-то будет на пользу. Да. Спасибо.